Здравствуйте! В этом здании по улице Островского располагается Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Сегодня мы подробно знакомимся с историей ансамбля и его руководителем Айратом Хаметовым. Свое знакомство мы начнем не как это уже принято, с вешалки, а отправимся прямо в святую святых, в репетиционный зал. Вот уже 70 лет в этом здании идут репетиции. Каждый день здесь идут репетиции. Именно в этом зале с момента основания ансамбля готовились самые известные постановки, выступали самые яркие артисты. А начиналось все в 1937-м. При радиокомитете республики под руководством Зулейхи Ахметовой создается капелла, которая впоследствии преобразовывается в государственный ансамбль песни, музыки и танца. Стены и зеркала в этом зале – свидетели того времени. Они помогут нам перенестись в ту эпоху. Первое выступление ансамбля, конечно, не сохранилось. Телевидения тогда еще не было. Но вот одна из первых существующих записей. Там присутствовал Александр Сергеевич Ключерев. Тогда многие работали на радио, чтобы как-то быть значимым, быть услышанным и более пропагандируемым. Радиокомитет делал такое дело. Тогда телевидения не было. Создан был при радиокомитете хор. Полнокровный, хороший, 36-голосый. Через год был сделан добор танцевальной группы, и вот с 1938 года мы государственный ансамбль песни и танца Татарская ССР. Были всего 4 пары танцоров, потом их 6 пар стало. И потом стал вопрос, они объединили все это в одну команду, и дать и возможность, и помещение, и штат, и деньги, естественно. И объявился конкурс лучших певцов в районах, лучших танцоров. Простой какой-то колхозник там, да, но бьющий такой вот, учаратов там такой. Приглашали, давали оклад, размещали как-то, давали жилье там. Это не секрет, что когда начинали работать государственного коллектива, там в основном мы собирали талантливых из самодеятельности, потому что действительно и в те годы, нужно сказать, и художественная самодеятельность была очень высоком уровне. Они ездили и по России, по странам другим. Многолетние бессменные руководители Зулейха Саттаровна Ахметова до самого ухода своего и Александр Сергеевич Ключерев, они проработали до великих возрастов, до пенсии, будем говорить, даже после пенсии уже работали. Вот создатели, основатели они. Первым руководителем танцевальной группы был солист Казанского городского оперного театра Юлий Адольфович Муко, окончивший балетную школу Петербурга. Позже в истории становления танцевальной группы появилось такое имя, как Файзи Гаскаров, под руководством которого выросло целое поколение талантливых танцоров-профессионалов. Главный балетмейстер ансамбля сегодня – народная артистка Республики Татарстан Раиля Гарипова. Народное творчество никогда не отделяло танец от песни и музыкального сопровождения. Так и при создании ансамбля было решено, что постоянным спутником песни и танцев станет оркестровая группа. Первым ее руководителем стал Джаудат Айдаров. И если начиналось все с пары баянов, то теперь к ним прибавился еще и секстет Домр. Джаудат Каматулович Айдаров, который первый начинал создавать при ансамбле, но тоже с участием Ключерева. Это струнный секстет, октет Домровый. Это начало оркестра. Это наверняка было новшество, это было самая основа для тех времен. Сегодня оркестром руководит народный артист Республики Татарстан Рашид Мустафин. Прекрасный инструменталист, Рашид Шакурович и в свой коллектив берет музыкантов только с высшим музыкальным образованием. Хоровая группа ансамбля с момента основания была творческой лабораторией музыкантов республики. Александр Ключерев, Асхар Абдулин и другие известные музыканты республики работали с хором государственного ансамбля.
Дальше у нас менялись и хормейстеры. Джавид Ибрагимович Кудусов работал, Айсулу Нурмухаметов у нас работали. И действительно, вот ту эстафету, которую они нам оставили, мы каким-то образом пытаемся сохранить. В этом зале репетирует хоровая группа. Под руководством хормейстера Нияза Гараева они готовятся к очередным гастролям. Руководит всем этим организованным и дружным коллективом Айрат Хаметов, выпускник Казанского государственного университета культуры и искусств и Государственного института театрального искусства. Много лет он сам был солистом государственного ансамбля песни и танца, а в 2005 году стал его художественным руководителем. Каждый руководитель приходит ведь в новое учреждение, да, когда его назначают, он все сметает, начинает с нового листа. Здесь так нельзя. Тут невозможно так сделать, потому что тут история. Каждый художественный руководитель сделал большой вклад для того, чтобы сегодняшний день государственный ансамбль песни и танца был такой. Правильно? И моя задача была не убить, а сохранить и оставить, и приумножить это, и далее развивать в новом направлении, как сегодня, в 21 веке, нужно для нас самих, для молодежи, чтобы было интересно, чтобы мы могли свой продукт продать. Вот это очень важно. Но при этом сохраняя корни, обычаи, традиции и программы. Где-то их стилизовать, где-то их в аранжировках подать, где-то. Но они одни и те же. Поэтому я говорю, есть золотой фонд, и но к этому золотому фонду каждый раз что-то новое добавляется. И он тоже становится золотым фондом. В золотом фонде ансамбля сегодня несколько десятков номеров, известных во всем мире. «Апипа» или «Казанские гости», впервые поставленный в 50-х годах одним из первых хореографов ансамбля Гаем Тагировым, до сих пор не сходит со сцены. Меняются артисты, костюмы, варианты постановок. Остается главное – радость зрителей от соприкосновения с подлинным национальным искусством. Много было балетмейстеров, хормейстеров, художественных руководителей. Не могу не упомянуть, очень для меня это значимые люди. Это Геннадий Петрович Скалозубов, который тоже дал много государственного ансамбля песни и танца, как художественный руководитель. Не могу не сказать о выдающей личности. Это я не побоюсь, это так оно и есть. Это Лимгален Кустабаева. При ней государственный ансамбль песни и танца победил на конкурсе между ансамблем песни и танца России, Советского Союза, где мы получили первую премию в 1984 году. Потом, не могу не сказать, большая заслуга Валеева Рената Сулеймановича, потому что он тоже внес, хотя и 5 лет поработал в государственном ансамбле песни и танца, но он очень сильный музыкант, его обработки исполняются в оркестре. Артист, он очень творческий человек, он композитор, он исполнитель. Вот в этом амплуа он очень яркий человек. Выходя на сцену, он преображается, он видно воздействует и зажигает зал, его любит публика, его знает зритель. Вот он возглавил в то трудное время коллектив, и на какой-то момент он стабилизировал, удержал, коллектив выступал, он выходил на сцену, он играл, он участвовал в концерте, и это вдохновляло артистов. За свой творческий путь ансамбль с гастролями проехал сотни тысяч километров по России, странам СНГ и дальнему зарубежью. Одни из последних гастролей проходили в городе Уфа. В Театре оперы и балета Республики Башкортостан артисты выступили на праздновании 70-летия Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.
В дар башкортостанским коллегам девушки танцевальной группы ансамбля преподнесли серебряный браслет. Так называется удивительный по красоте и профессионализму танец. Это женский лирический номер, очень красивый, там очень поставлено на красивых рисунках. Даже и по-другому, может быть, как и ручеек, как реченька по-русски можно, как жемчужин, как бусы, да, вот эти красивые. Это и как раз и напоминает все это, весь танец об этом и говорит. Я думаю, что это вот что-то такое необычное, какое-то вот сказочное даже. Я оцениваю на самом высоком уровне, потому что это подарок действительно достойный юбиляра, за что я хотел выразить огромную благодарность. В искусстве мелочей нет. Важно все, вплоть до деталей костюма, которые просто удивляют своей красотой и яркостью. А создаются костюмы тоже в этом здании. В пошивочном цехе настоящие мастера расшивают сапожки, делают тюбетейки и удивительные узоры на нарядах артистов. Я здесь вырос. Я знаю костюмерный, что где лежит. Я знаю танцевальной группе, как нужно исполнить. Не от того, что я такой, потому что опыта уже как исполнителя, опыта как руководителя, уже набираешь обороты. Знаю музыкальную часть, знаю хоровую часть, поэтому мне это не чуждо, это мое родное. Во-первых, эти стены уже с 1937 года, если здесь уже обостался госансамбль, тут уже тебя поддерживают вот эти все картины, стены, потому что тут пропитано потом, тут интересно. Кто там? Я не знала, что тебя нет. Все просто уезжают, я думала, ты уже это... Нет, ты стучится, дун-дун-дун-дун. Я и так постучалась, и так... Есть телефон. Вот. Да. Да. Подождите. Давай, в кармане. И поехали дальше, да? Еще один важный помощник Айрата Хаметова – его супруга Лейсан Хаметова. Раньше мы были с ним два одинаковых танцора, два совершенно одинаковых по мышлению. Мы с ним вообще по жизни шли вот так вот, ступенька в ступеньку. Он учится, я учусь, он работает, я работаю. Вот как-то все вместе. А тут раз, и он туда, я здесь. Мне несколько сложнее, потому что он сейчас на коллектив смотрит с позиции руководителя, а я с позиции исполнителя. И нахожусь между руководителями и исполнителями. Такая веревочка, за которую все периодически хотят поддернуть, что с той, что с этой стороны. И, наверное, самое сложное, чтобы быть таким катализатором и того, и другого, чтобы и здесь было все хорошо, и чтобы и с ним все было хорошо. И, наверное, вот это моя участь. А может быть и нет. Огромное внимание художественный руководитель уделяет студии «Юлдаш». И по его инициативе в этом году открылось вокальное отделение. Солистка ансамбля песни и танца, заслуженный работник культуры, народная артистка Республики Татарстан Лейсан Хаметова руководит детской хореографической студией, созданной при государственном ансамбле песни и танца. На сегодняшний день в центре «Юлдаш» обучаются более 100 одаренных детей. Все они получают начальное хореографическое образование. Безусловно, мы оттуда черпаем нашу молодежь. Они уже в программу входят госансамбля. И какие-то проекты, какие-то уже программы мы именно рассчитываем вот на эту детскую школу-студию. С детишками это особая история. Я, наверное, безумно влюбленный человек в детей. Я просто их люблю. То есть, вообще с детьми не может заниматься человек, который их не любит. И это надо обладать
чрезмерной способностью такой, откуда берутся силы, я и сама порой поражаюсь, мне все говорят: Леся, как ты выдерживаешь и работать и в ансамбле, и выезжать на гастроли, и быть мамой 2 детей, и плюс еще куча здесь в студии детишек. Это, наверное, призвание, это, наверное, просто особая какая-то любовь. Детей маленьких воспитываем с 5-4 лет. Очень много, где-то процентов 25-30, бывшие все наши вот эти вот. Все вот танцоры, на кого не взгляни, я их знаю, вот как 5-летним, 6-летним родитель приводит. Вот это база. Такая плацдарм, площадка у меня, конечно, для работы, для моей фантазии, это детки маленькие. Смотрю, как там смотрится, а потом уже ставлю на взрослых или какие-то другие варианты привношу. Детский коллектив работает примерно 20 лет, потому что уже те, которые впервые у нас начинали, они уже на пенсию вышли сейчас, ребята. Они были солистами. Вот также Лейсян Хаметова, Миляуша у нас. Они все были первооткрывателями как бы вот этой студии Юлдаш. И сейчас уже их дети здесь танцуют. Как раз в «Семи жемчужных» вот дети Айрата Хаметова и Лейсян Хаметовой, они участвовали в этой программе. Как бы вот мы уже эстафету они передали вот детям. Вообще, я сама вышла из этой студии, отучилась в ней, потом поступила в училище. Поэтому студия Юлдаш для меня не нечто чужое, а именно сокровенно родное, потому что закладывается в детстве, закладывается надолго. И сейчас, будучи руководителем этого коллектива, хочу сказать, что это наше будущее детей. Так как я и детей люблю, и свой ансамбль обожаю просто. Считаю, что это должно быть наше продолжение. Свои кадры надо ковать самим. Вообще об этой семье можно сказать наверняка, это уникальная семья, потому что отцом является Рашид Мустафин, который у нас лет 45 уже работает здесь у нас руководителем оркестра. Мать Роза Мустафина у нас отработала 25 лет, ушла на пенсию на сегодняшний день. Вот сейчас дети и уже внуки. Это, в общем-то, действительно, наверняка, с одной стороны, счастье, потому что вот эти дети видят, как развивается ансамбль, они растут здесь, и они в основном действительно будут сохранять вот эту традицию. Возможно, глядя на деревенских удальцов, балетмейстер Гай Тагиров создает первый номер ансамбля «Апипа», который до сих пор с успехом идет на сцене. Был Фернанд Мингазович Гемадеев, народный артист, который Апипа исполнял. И до него же были исполнители. Но у каждого поколения есть свое. Вот был Равиль Абдрахманов, да, народный артист Республики Татарстан, вернее, он и есть. После них был я танцовщиком. А сейчас лучше меня есть танцовщик. Так и должно быть. Потому что жизнь стоит, мы развиваемся. И требования на сегодняшний день и ко мне, и я, и от жизни так оно и есть, потому что артисты должны быть лучше, сильнее, красивее. На сегодняшний день мы делаем программу уже театрализованную. И также программа должна быть театрализованной, чтобы было бы интересно смотреть спектакль. Поэтому мы и называем спектакль. Кто-то нас называет ансамбль театр. Почему бы и нет? Потому что есть разная публика. Мы должны под разную публику трансформироваться и работать сегодня так, завтра так.
Мы можем делать за ночь какие-то произведения, утром их работать. Это в моем характере. Я это и люблю. Мне нужно всегда в творчестве, когда мы с Лейсан танцевали, мы всегда, вот за 2 часа номер рождался, а на следующий день мы уже его танцевали. Ночью костюм нашел. Мы так привыкли работать. И так я требую, потому что мы так прожили, не от того, что я такой, а из-за того, что я так понимаю, что время такое. Нужно, если мы не будем доказывать то, что мы, то просто коллектив будет обыкновенный коллектив. Нет, мы не обыкновенный коллектив, мы первый коллектив. И вот эту планку всегда нужно держать. Говорить о том, что мы государственный ансамбль песни Республики Татарстан. Вот это очень важно. Работать стало намного сложнее. Работы прибавилось. И физические силы наших танцоров, артистов уже должны соответствовать такому уровню, да, который самостоятельно выводит ансамбль на определенный уровень в мышлении других людей. В его отличительной черте художественного руководителя именно и есть этот поиск. Вот он хочет этих интересных находок, этих неординарных решений в чем-то. Да? Вот он ищет. У людей поменялось отношение к коллективу. Это очень важно. И может быть в этом заслуга не только Айрата, хотя вот именно с его приходом в коллектив стало вот именно вот таким образом. Он заставил всех работать. Он умеет, если выразиться, дать пинка всем хорошего, и чтобы это колесо крутилось. Вот нам этого немножко не хватало. Не хочу обидеть никаких руководителей, которые были до этого. Сказать, что он просто умеет людей заставлять работать. Это очень сложно, но это огромное качество руководителя, я считаю, который умеет других людей, творческих людей заставить работать. За одно выступление артистам приходится менять по нескольку нарядов. И делать это надо в считанные секунды, чтобы не заставлять зрителя ждать. Впрочем, для настоящего артиста это все мелочи жизни, к которым в ансамбле уже давно привыкли во время многочисленных гастролей и переездов. Все важные вопросы решаются в этом кабинете. Директор ансамбля Юрий Жуков уже много лет в тандеме с Айратом Хаметовым решает организационные вопросы, договаривается о гастролях и общается со средствами массовой информации. Где украинский? Нет украинского. Там какие-то элементы. Нет. С одной стороны реформатор, но реформатор не в отрицательном смысле, да, как бы вот, а он созидатель. Он созидает, идет и ищет. Мы идем вместе, и отношения директора и художественного руководителя во многих организациях складываются по-разному. И принцип наших взаимоотношений с художественным руководителем очень простой. Мы друг другу, во-первых, доверяем. Без доверия работать невозможно. Юрий Леонидович и Айрат Хаметов – это постоянные искатели того, что еще нами не выкопано, еще нами не представлено на сцене, еще не раскрыто в нашей национальной культуре. Безусловно, это большой поиск, и он идет ежедневно. Об этом я могу говорить с полной серьезностью. И это, конечно, очень приятно. И никакой секунды не дают и мне отдохнуть. Постоянно меня эти ребята, я с удовольствием работаю в этом тандеме. Молодежь – это, наверное, еще один момент и еще одна такая точка, которую Айрат ставит просто выше всего. Потому что молодежь – это двигатель. Да? Молодежь, только за счет молодежи можно выйти вперед. Молодежь сейчас потенциально настолько сильная, настолько мобилизованная, но таких специалистов, артистов такого уровня очень мало. Очень мало. И Айрат едет и туда, и сюда, и берет самых лучших из лучших. И собирает, он не довольствуется тем, что здесь есть. Он собирает по крупинкам каждого своего специалиста.
Госансамбль на сегодняшний день молодежи 99%, поэтому это не говорит о том, что мы как-то не уважаем своих ветеранов или своих коллег. Нет, просто сцена любит красоту, молодость и яркость, поэтому, как мы говорим, госансамбль, что такое госансамбль? Все задают, почему нет имени у государственного ансамбля песни и танца? Я считаю, как говорит наш президент, он правильно сказал, есть имя государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Вот слово Республики Татарстан – это уже большое имя. И не каждому коллективу дается такая честь носить это имя. Несмотря на то, что директор имеет некую, так сказать, роспись, материальную ответственность, и я отвечаю за коллектив, в художественном отношении он главный идеолог. Он видит цель, он знает, как к ней идти. И вот на нем огромная ответственность. Главный показатель государственного ансамбля – это сцена, это концерт, а это творчество, а это художественное руководство, а это художественный руководитель, безусловно. Но пока у нас есть такие корифеи, как Рылям Мухаммадхановна, как Фердинанд Мингазович, как, может быть, я могу себе таковой назвать, мы не будем терять то, что у нас есть. Что хочу пожелать вот руководителю, что просто два слова, что так держать, так держать. Ошибаться мы им не позволим. Это, да, тут разговор очень такой конкретный, жесткий и пирля татаран, что вот, чтобы никогда не расслабляться и вперед, вперед, вперед. Потому что девиз такой. Без булдырабас, и мы это должны делать в высшем качестве. К сожалению, у нас сегодня концерт, я благодарен, спасибо. Вот еще раз спасибо, что здорово. В кармане. У меня карман один. Вот это забери домой. Ты в какой? Силерга мастер. Ладно, пока, ладно, счастливо. А ты что, меня опять до сих пор снимаешь? А то слово снял, то слово. Не снял, то слово. Ну вот то большое. Давай, иди. Ладно, все, пока, я побежал, счастливо. Сейчас с новой программы они вновь отправляются на гастроли. Вот такая вот сложная и счастливая жизнь артиста. Снова автобус, ночь в дороге и снова сцена, радостные глаза зрителей и шквал аплодисментов. Ансамбль песни и танца интересен самому разному зрителю не только потому, что трепетно хранит и ярко представляет национальную культуру Татарстана, но и потому, что всегда преподносит сюрпризы. И это заслуга художественного руководителя Айрата Хаметова. Именно благодаря его усилиям и таланту ансамбль песни и танца превратился в настоящий театр высокого международного уровня. Каждое выступление не просто последовательность номеров, а целостная постановка, погружающая зрителя в удивительный мир национальной культуры. Пожелаем удачи ансамблю и его художественному руководителю на выбранном пути.